Друзья, ну что, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. Мукбанг домашний, без лишних, так сказать, изысков, да. Приготовил картошку с мясом, потушил, чуть-чуть посыпал укропчика, чтобы это все красивше выглядело. Тут домашний салат, который закрывала моя мамочка, я про него в прошлый раз говорил. Тут свежие помидоры, тут огурцы маринованные, тоже мамочка закрывала. В общем, давайте начнем. Тут у меня водичка. Время у нас сейчас 3 часа дня. Я еще не обедал. Для меня это сенсация. Так, поближе себе поставлю. А что я укропчика пожалел? Даже не знаю, что я пожалел. Пока, в общем, все приготовил. Пока... Мясо нежнейшее. Долго мясо отваривал. Оно вроде и мягкое. Но мне хотелось, чтобы оно было такое, знаете, прям чтобы во рту таяло. Мясо говядина. Картошка не знаю откуда. Бамбалейла. Горячая же. Я, знаете, люблю еда, чтобы была не сильно горячая, но такая тепленькая, ну, такая теплая, да, не холодная. Поэтому стараюсь сразу все настроить, чтобы 100 раз не бегать, чтобы еда не остывала. А то некоторых мукбангеров посмотришь, вот мы только сели, у нас все остыло. Как все остыло? Как это все есть, понимаешь? В общем, под прошлым видео было очень много комментариев. Спасибо вам большое за эти комментарии. И были пару вопросов про стоимость прошлого тура. Подожди, турецкого тура, что говорит прошлого? Я, наверное, многие задолбался от этой Турции уже. Ну, раз люди спрашивают, надо ответить, правильно? В общем, давайте скажу по стоимости. От и до, да? В общем, тур мы купили на одного человека за 355 тысяч тенге. Это, наверное, в пределах 900 долларов, да? Сколько сейчас курс у нас в тенге? Ну, 900 долларов, если что, я напишу еще на экране. Система все включено, как это, all inclusive, или как это называется, на вашем этом иностранном, да? Вот. Трансфер, еда, алкогольные напитки, все было включено. Отель был 4 звезды. Кто-то в комментариях писал, что у вас, наверное, не была не четверка. Ну, мне кажется, я вот в этом плохо разбираюсь, но кажется, что у нас была четверка, потому что я по отзывам читал, люди с разных стран, там с России, с Казахстана, там иностранцы даже писали, что 4 звезды. Нас встретил трансфер, в автобусе мы посидели минут 20, наверное, пока людей ждали, но они потом извинялись. Довезли нас до отеля. Единственное, в отель нас сразу не заселили, ну это правило отеля. Заселили нас примерно в 12, хотя мы приехали это в 7, наверное. Ну что, там можно оставить сумки, мы сразу пошли купаться, переоделись, там можно переодеться, покупались, позавтракали уже, и, значит, потом нас заселили, и все, уже наш как бы отдых начался, да. Еда была, могу сказать, мне еда понравилась. Колбаса у них ни о чем, сразу скажу, да, на завтрак. Сосиски вкусные были. Я очень люблю колбасу, но вот там колбаса у них не очень. Может, как бы нормальная в 5-звездочных, но я в 5-звездочных не был. Яйца, сыры, огромное количество сыров, фрукты, овощи, это все было много. Сладости их мне тоже не понравились, там, что было в отеле. Как бы ели. Браунис там вкусный был, да, браунис. Вот.
Ну, вот в остальном была говядина, мясо, была рыба. Рыбу я, кстати, обожаю, оказывается. Была курица. Просто в некоторых блюдах очень много было приправы, их местные, да, я немножко, мне не понравилось. Но в целом еда была вкусная, арбузы, дыни, ну это я еще показывал позапрошлом мукбанге, да. Понятное дело, что, наверное, в пятизвездочных отелях еще лучше, да. Ну там, извините меня, денег стоит дороже, да. Что еще? Когда ходили уже купаться, коктейли, вино, пиво, в общем, все алкогольные напитки были бесплатные. Я пил коктейли, я пил вино, пару раз пил пиво, пиво мне не понравилось. Но, опять-таки, коктейли и вино было вкусное. Ну, знаете, вот честно вам говоря, для меня самое главное вообще было выехать за границу, это раз. Во-вторых, покупаться в море, это два. В-третьих, посетить эту страну, которую я просто о ней много раз читал, слышал, смотрел лекции. Вот для меня это было главное. Понятное дело, что если еда была бы невкусной, наверное, бы это мне чуть-чуть испортило бы отдых. Особенно для меня, для обжоры, да. Но еда была такая вкусная, поэтому отдых был еще лучше. В общем, 355 тысяч тенге. Отдельно приходил нам туроператор, который нас встречал, да. Пришел грамотный мужик. Объяснил, где лучше менять валюту, где кто хочет, как говорится, обмануть. Это тоже есть, да, не без этого. Сказал, где лучше покупать сладости, ну и так далее. И они предлагают свои туры. Ну, соответственно, за деньги, не бесплатно. Отдельно, это уже отдельная стоимость. Хочешь бери, хочешь не бери, да? Он, значит, так все красиво рассказал. Мне по деньгам и вообще вот по ощущениям очень понравились турецкие Мальдивы. Мы на них и взяли, ребятам тоже понравились они. Мы на них и взяли и поехали, не пожалели. Они обманули только в том, что там было больше людей, там, наверное, человек 60 было на корабле. Но по большому счету меня это вообще отдых не испортил. Ну, ходят и люди, ходят, мне какая разница. Люди адекватные. Вот. Только в этом они немножко, так сказать, приврали. На корабле кормили. Там был на выбор курица либо рыба. Я выбрал, конечно же, рыбу. Рыба была, по-моему, дорадо. С лимончиком, салатиком, с макарошками. Очень вкусные напитки были там. А, сколько стоило? Это стоило, по-моему, сейчас скажу. Это стоило 45 долларов. Это сколько получается? Сейчас вам скажу. В общем, это стоило 45 долларов, примерно 20 тысяч с чем-то тенге. 21 или 22 тысячи тенге. Вот. Там были туры подороже. Были, значит, там, как же он назывался, я уже не вспомню. В общем, там были много разных туров на любой кошелек. Даже один тур, он там делился там эконом, типа, да, для бюджетных, и такой люкс, типа, там тебя встречает, в общем, целуют везде, как говорится. Ну, вы поняли. Вот такие, типа, для башликов, да. А потом мы уже сами выехали в Анталию. Проезд стоил 18 лир, это если наши тенге перевести, 318 тенге. Проезд, получается, в городе, да, проезд, конечно, дороговатый. У нас, например, в Казахстане 90 тенге стоит проезд, ну, в Астане, по крайней мере. Карточки наши работают, Каспий там. Даже можно в автобусе платить карточками.
Но когда мы добирались с Кемера, вот где мы отдыхали, до Анталии, самого города, да, мы платили $2. Это 900 тенге получается. То есть там заходишь, при выходе платишь. С взрослого человека, по-моему, $2, с ребенка то ли $1, или для всех $2. Вот, конечно, было бы больше денег, наверное, и больше мы взяли бы туров. Ну, в принципе, за 6 ночей, что мы там были, за 6 дней, в принципе, нормально съездить в 2 места, я считаю. Так, что я еще хотел вам рассказать? В общем, про стоимость тура рассказал, 355 тысяч. Можете купить туры отдельно, в смысле, когда уже приехали, да? На свой кошелек, смотрите. Картошка, ребята, обалденная получилась. Думаю, сниму для вас мукбанг, да? Поем, кажется, с вами, пообщаюсь. И будет видео на канале. Что, плохо, что ли? Думаю, нет. Теперь знаете, какая у меня мечта? В Турции побывать и увидеть Каппадокию, где шары взлетают же воздушные. Кстати, туда тур стоил примерно 150 или $200. Да, сандалии. Ну, конечно же, надо это время иметь, потому что это занимает время, там, пока доедешь, пока то все, да. Салат просто обалденный. У нас на улице просто осень. Такая в хорошем смысле этого слова, такая теплая. Солнышко, сейчас надо идти на улицу еще. А давайте я вам быстренько фильмы порекомендую. Скинул себе скрины на мой запасной телефон. Жизнь невозможно повернуть назад. Какие же это в мультике? Волк такой, сейчас спою, типа. Ну, знаете, память как у рыбки Дори повернулась, уже забыл, да? Значит, не знаю, рекомендовал, не помню, вернее, рекомендовал вам или нет. Фильм называется «Перелом» 2019 года. Я у себя в Инстаграм скринил его. Интересный фильм, концовка неожиданная, развязка такая, да. Напряженный сюжет, я такие фильмы очень люблю, поэтому можете посмотреть. «Перелом» 2019 года. Семейство, дочка, отец и мать едут, значит, на Рождество к родителям. По пути девочка ломает руку, и они едут в больницу, где мать и дочка бесследно исчезают, а отец их ищет. В общем, прикольно, посмотрите. А фильм «Невозможное» я вам рекомендовал, помните, несколько недель назад. Сериал «Переполненная комната» с Томом Холландом в главной роли, где он просто блистательно сыграл. Том Холланд просто, ну не могу сказать, что он теперь любимый мой актер, да нет. Но он очень талантливый, оказывается. Так вот, еще в 2012 году он, оказывается, сыграл в фильме «Невозможное» с Наоми Уотс про цунами, которое было в Таиланде в 2004 году же, да, по-моему, было. Да. В общем, в 2012 году сняли этот фильм, называется «Невозможное». Посмотрите, будете плакать, будете рыдать, особенно в конце. Там есть такая прикольная сцена, вообще прям душераздирающая. И такой фильм, который, не скажу, что прям супер мне понравился, но посмотреть можно. Называется фильм «Воспоминания об убийстве». Его снял еще в 2003 году режиссер фильма «Паразиты». «Паразиты», который просто взорвал Оскар, который просто, значит, там получил несколько премий, там дофига премий, лучший фильм, лучший иностранный фильм. В общем, там дофига Оскаров получил. Хотя люди на него реагируют по-разному. Кто-то говорит, что это шедевр, кто-то говорит, что это вообще ужасный фильм. Вообще не смотрите его, говорят. Мне он понравился. Ну вот, кому как говорится. На вкус и цвет товарищей нет.
Поэтому, если у вас какие-то вопросы будут относительно Турции, пишите в комментариях, отвечу. А лучше подписывайтесь на мой инстаграм Мадик Мерген, и будет вам счастье. Картошка огонь, конечно, но я наелся. Огурчик, который мама мариновала. Бамбалела. Кстати, вчера посмотрел фильм, называется «Водоворот лжи». Такой, похож чем-то, как испанцы снимают. Но это, по-моему, не испанцы сняли, а французы. Там потому что играла актриса, которая играла в фильме «1+1». Помните, там была гувернантка этого вот миллионера парализованного. Неважно. В общем, «Водоворот лжи» фильм называется. Посмотреть, чтобы скрасить вечерок, можно. Но не шедевр кинематографа. Сразу побольше приготовил, и чтобы на завтрашний обед хватило, может даже на ужин. А что? Приготовить побольше, чтобы пару дней поесть, я думаю, это не преступление. Ой, водичка — это лучшее на планете, что есть. Ну что, друзья, вот такой вот мукбанг получился. Спасибо всем за внимание, за ваши лайки, за ваши комменты. Вот, увидимся на следующих мукбангах. Вам приятного аппетита, если вы со мной обедали или ужинали, а может даже ночью смотрите меня. Все возможно. Вот. Всем пока. Еще увидимся. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.